Добрый день, уважаемые коллеги! В нашем детском саду я работаю с детьми раннего возраста. Как известно, ранний возраст является самым важным этапом развития человека. Его не нужно рассматривать как подготовку к детскому саду. Это настоящий, яркий, неповторимый отрезок жизни человека. И сейчас бы я хотела познакомить вас с моей группой. И поговорить бы мне хотелось именно о развивающей предметно-пространственной среде, так как наш детский сад неоднократно доказывал, что именно развивающая среда является самым важным условием для развития ребенка. В этом году моим малышам исполнилось 2,5 годика. А ко мне они пришли совсем маленькими, кому-то исполнилось год и 2, кому-то 1,5. И самой важной задачей, которую я поставила перед собой в этот период, это создать условия для успешной адаптации детей и установить доверительные отношения с родителями. У многих родителей моей группы вызвало удивление тот факт, что мы предлагаем родителям присутствовать во время адаптации детей в группе, а в дальнейшем предлагали посещать группу в любое время. Родители стали активными моими помощниками. Мы рады, когда родители приходят к нам в группу в течение дня поиграть с детьми в группе. Уважаемые коллеги, на слайде вы видите, что это наши родители пришли поиграть с детками. Дети спокойно реагируют на родителей, не плачут, именно потому, что они присутствуют в группе в период адаптации детей, были частыми гостями в нашей группе. В подтверждение моих слов предлагаю посмотреть видео. Машину я вам не скину, теперь надо к машине. Класс, какая машина будет глаз. Давай, где глаз? Давай. Где шофер? Вот такой носик большой. Разукрашиваешь. А второе ушко? А второе ушко? Вот оно. А волосы? Где волосы? Куда у тебя машина поехала? Дядя, да все здесь. Родители помогают нам украшать территорию участка к праздникам, помогают укладывать детей в тихий час. Именно это способствовало тому, что родители начали доверять нам, ушли родительские страхи. Родители с удовольствием откликаются на наши просьбы в оказании какой-либо помощи и сами являются инициаторами многих идей. Так, по инициативе родителей в нашей группе появилась замечательная подвесная люлька. Дети очень любят качаться в этой люльке и качать друг друга. Особенно она нас выручила и пригодилась нам в период адаптации. Если ребенок плакал, то он более легко успокаивался, когда я или дети качали его в люльке. А для уединения и для успокоения детей в нашей группе, опять же, с помощью родителей появился вигвам, который сразу полюбили дети. В нем очень много разных мягких подушек, разных по фактуре, цвету. В нем дети с удовольствием рассматривают иллюстрации книг. Я им с удовольствием рассказываю и читаю сказки. Они могут в нем
прилечь, спрятаться от шума. Ну а для того, чтобы у ребенка было ощущение присутствия рядом родителей в группе, мы оформили стенку с фотографиями семей. Детки сами приносили фотографии, мы вместе наклеивали разноцветные шары. Интересно очень наблюдать за детьми, когда дети подходят и рассказывают друг другу, как зовут его маму, папу, брата, сестру. В этом году моим малышам исполнилось 2,5 года. И вместе с моими подросшими детьми изменилась и среда в моей группе. В группе появилось двухуровневое пространство с гладким наклонным спуском и лесенкой, позволяющей забираться на верхнюю площадку. Верхнюю площадку мы используем не только для того, чтобы дети смогли там поиграть, объединившись в малые группы, но еще оборудовали это пространство разнообразными играми на развитие мелкой моторики рук. В центре конструирования мы используем не только покупные конструкторы, но и коробки разного размера, которые с помощью детей превращаются в дома, машины или просто место для игры, для залезания, для пряток. Очень нравится детям играть с деревянными спилами, строить из них башенки различной высоты, дорожки. Также в нашей группе всегда... Строй. Вот, смотри, какие они башенки строят. Помогай. Давай. Еще кто-то. Также в нашей группе всегда в свободном доступе есть различные сыпучие материалы. Крупа, песок. Дети любят пересыпать крупы в различные емкости, находить в крупе различные игрушки и предметы. Одно из любимых занятий у детей – это игра с водой. Дети моют игрушки, стирают кукольную одежду, пускают кораблики, ловят рыбок. Ну и еще в нашей группе есть сокровища. Это наш сундук с различными отрезами тканей. Дети с большим интересом и удовольствием любят наряжаться, играть с лоскутками ткани, пеленать кукол. Ну и играть, конечно же, в прятки с отрезами тканей. А где у нас ребята? Спрятались! В центре творчества для детей наряду с обычными материалами имеются в свободном доступе валики, кисти разной толщины, обои, чтобы дети могли рисовать не только на столе, но и на стене, на полу, на движущем экране, в горизонтальной и в вертикальной плоскости.
Большую помощь мне оказывает младший воспитатель и родители, которые приходят нам в группу и оказывают помощь. Играя с детьми в разных центрах, созданная, развивающая предметно-пространственная среда в группе стала моей помощницей. Разделив группы по центрам, дети имеют возможность уже в этом возрасте найти занятия по интересам, играть, не мешая друг другу. Давай, Маша, делай. Рита, сделай глазки. Вот такие кругленькие глазки. Савелий нарисовали. Спасибо за внимание.